Здравствуйте, я Илья Колмановский, и это проект «Параллели». Жизнь в больших городах создает массу сложностей для любви. Во-первых, в таком огромном количестве людей очень трудно найти нужного и подходящего. Во-вторых, когда вы его уже нашли, очень трудно поддерживать с ним постоянный контакт и следить, чтобы он не закатился куда-нибудь за плинтус. Для обеих проблем есть технологии. Это сайты знакомств и мобильные телефоны. Но и то, и другое работает не очень хорошо. Сегодня о том, как люди изобретательно улучшают эти технологии на пользу личной жизни. Писатель, автор бестселлеров и технический колумнист сайта Slate по имени Эми Уэбб решила внимательно изучить, как работает система онлайн-знакомств. Начала она с неудач, которые, собственно, отпугивают очень многих от этого способа поиска мужа. Ведь такие системы спрашивают у тебя и анализируют твою личную информацию, и по ней находят тебе кандидатов. Как убедилась Эми Уэбб, ужасно. Ведь весь вопрос, какую информацию ты вводишь. Тебя спрашивают, вы любите кошечек или собачек, ужастики или романтические фильмы. Но ведь ты же ищешь мужа, а не товарища по переписке в пионерском лагере. И Уэбб проделала процедуру, которую можно назвать обратным инжинирингом. Она изучила алгоритмы работы базы данных и заставила ее работать на себя. Сначала Уэбб разработала 72 критерия идеального мужа. Он должен хотеть 2 детей, готов заставлять их заниматься на пианино в 3 года, ездить вместе с ней в путешествие в Иорданию, он должен быть работящий и всегда весить на 10 килограммов больше, чем она, сколько бы она ни весила. И довольно быстро, пользуясь своей системой баллов, она нашла отличного кандидата. Но она не понравилась ему. Точнее, ему не понравился ее профайл. Тогда она решила изучить рынок, конкуренток и понять, чем они берут. Она создала 10 мужских профайлов и выпустила их в дикую природу, чтобы изучить популярных женщин. Оказалось, что их описание себя очень короткое и всегда содержит слова «любовь», «фан» и «девушка». И это не тупость, это скорее открытость и понятность для пользователя. Уэбб изучила еще тайминг. Оказалось, что популярные кандидатки делают перерывы по 23 часа в среднем между сеансами общения с кандидатами. Ну и фотографии в профайле, там должен быть хоть кусочек голой кожи, чего Уэбб почему-то исходно не учла. Уэбб оптимизировала свой профайл для данной экосистемы и нашла мужа и уже родила от него ребенка. Итак, мне 30 лет, и я в середине этого ужасного разрыва отношений. Я понимаю, что мне нужно встречаться с кем-то почти полгода, прежде чем перейти на серьезный уровень, начать жить вместе. И прежде чем обручиться, мы должны прожить вместе еще некоторое время. Если я хочу обзавестись с детьми к 35, то должна была начать встречаться со своим будущим мужем уже 5 лет назад. Это уже не вариант. Если бы я нацеливалась на случайную встречу своей настоящей любви, то должна была бы полагаться на свою интуицию. Короче, я пыталась вычислить вероятность встречи своего суженого. Мне нравилась идея онлайн-знакомств, потому что встречу можно предсказать по алгоритму, и это самый простой способ сказать, что у меня появилась цель. Я собиралась использовать данные, пропустить их через систему и получить решение. Я задумалась над тем, какими качествами должен обладать мой избранник. Я начала писать список, еще писать, еще, долго писала. В конце концов, я составила список из 72 разных пунктов. И теперь у меня были эти 72 пункта, что, в общем-то, много. Я прошлась по ним еще раз и расставила приоритет. Я разделила список на основные и второстепенные пункты. Оценила каждый от 100 до 91. Например, я искала очень умного мужчину, который бы вдохновлял и мотивировал. И эти требования я дополняла пунктами из второго списка и второстепенными характеристиками, которые тоже имели для меня значение, но не были решающими. После того, как я это сделала, я разработала оценочную систему, так как хотела математически просчитать, подойдет ли мне мужчина, которого я найду онлайн. Я прикинула, что ему потребуется минимум 700 баллов, прежде чем я решусь написать письмо или ответить на сообщение. И минимум 900 баллов, чтобы я пошла на свидание. Я даже не подумаю начинать отношения до того, как кандидат наберет более 1500 баллов. В общем, и это сработало. Найдя любовь в своей жизни на сайте знакомств, вы, естественно, отправляетесь дальше, бегать по мегаполису и муравейнику, и снова возникает проблема удаленного общения. Причем обратное той, о которой говорила Эми Уэбб.
нужно пересылать уже не развернутую, а очень сжатую информацию. И желательно скомпрессировать целых 3 слова «я люблю тебя» в одно единственное движение. Ведь добывая пищу, охотясь на драконов и убивая тигров, вы не можете одновременно писать смски, вы также не можете подолгу ловить почтовых голубей и дрессировать их. Парни из Ижевска. Майк Санников – это дизайнер, работавший во множестве стартапов, и Тим Саттаров – это талантливый инженер, разрабатывающий прототипы устройств этого вот стартаперского кружка. И еще Дмитрий Гореловский, который создавал игры для приставок и мобильных телефонов, и, кстати, покупали Мегафон, Йота и ряд компаний калибром поменьше. Они придумали браслет, который позволяет голубкам не прекращать друг друга ощупывать, даже на расстоянии. Тактильный браслет – это проект Tap-Tap. Это, по словам разработчиков, новый способ сказать «я люблю тебя». Он является приватным пространством для 2 людей, для того, чтобы передавать друг другу на любом расстоянии свое прикосновение. Ощущение передается только на запястье. Все просто. 2 человека, любящих друг друга, могут передавать друг другу свои нежные прикосновения. Один пользователь гладит свой браслет, а другой браслет тут же передает поглаживание адресату, как будто первый гладит руку второго. На Tap-Tap есть одна кнопка, по нажатию которой он включается, и микро-USB-модуль для того, чтобы его заряжать. Браслет состоит из пластика и гипоаллергенного силикона. Корпус можно печатать на 3D-принтере. В будущем прикосновения могут быть разного характера. Разработчики выпустили SDK для создания сторонних приложений под браслет. Например, когда острая романтическая фаза влюбленности пройдет, браслет позволит взмахом руки на ходу сбросить назойливые звонки или другие извещения с телефона. Tap-Tap можно использовать в играх для передачи тактильных ощущений от виртуальной ракетки или от шпаги. Для виртуального фехтования это когда ты наносишь удар, а на запястье передаются ощущения от шпаги, когда ее втыкаешь в мягкий предмет, в тело другого игрока как будто бы. Батареи хватит на неделю использования, а для полной зарядки понадобится всего чуть больше часа. Внутри есть Bluetooth для экономичного энергопотребления и для соединения с собственным приложением, через которое осуществляется передача тактильных ощущений, которые будут выглядеть, как будто ваш партнер касается браслета. Браслет поставляется в комплекте из 2 штук и может быть сразу доставлен по 2 адресам. С вами был Илья Колмановский, проект «Параллели». До новых встреч!